Если есть какая-то дорожная карта у президента Зеленского возвращения Крыма, то, наверное, возвращение Крыма это и возвращение крымских татар на свою родину. Это наша родина оккупирована. Мы коренной народ Украины, и наша родина оккупирована. И там находится большая часть моего народа, который не по своей воле там оказался, а под русскими танками. Понимаете? И мы ничего не просим, еще раз говорю. Просто если государство Украина, точнее, вот конкретно людям, которые сейчас отвечают за бюджет государства Украины, за политику информационную, там, международную и так далее, если им нужен Крым, если они хотят, чтобы Украина присутствовала в Крыму информационно, а мы настоящий крымский канал, мы не выдуманный какой-то канал для оккупированных территорий специально, да, который придумали там, и знаете, смотрите. Наш канал знает в Крыму долгие годы. Наш канал показывал всю оккупацию Крыма. Наш канал — это вообще кладезь информации и документов всего незаконного, что совершила Россия в Крыму. И, кстати говоря, наши кадры, они лежат в основе обвинений в адрес России. Это АТР снимал, это не дядя Вася какой-то, да, там, пришел, задокументировал преступление Путина там, да. Вот если мы такие нужны здесь, в Киеве, если мы нужны для того, чтобы продолжать бороться, чтобы наши люди в Крыму, крымские татары, украинские патриоты знали, что Украина ими интересуется, чтобы здесь знали, что происходит там, потому что мы только ради этого живем. И все это прекрасно знают. У нас нет никаких коммерческих интересов здесь. Мы бы с удовольствием сидели, занимались какой-нибудь там прибыльной деятельностью, рекламу какую-то собирали, но нет у нас тут ничего. Нам нечего рекламировать. Никто не дает рекламу между обысками, арестами, убийствами, депортациями и так далее, и всякими бедами, да? Никто не дает рекламу. Именно поэтому государство должно решить, оно поддерживает наш канал или нет. Как нам сказали в конце той недели, что, ну, вообще, знаете, вы там заложены деньги на вас, там, кстати, это не огромные деньги. Для телевидения это вообще вот прям самый край, по которому только можно идти, да? Это при том, что за прошлый год у нас 15 миллионов гривен долгов за трансляцию через спутники, другого способа нет, на оккупированной территории. Как туда доставлять сигнал? Ложками, тарелками, бутылками, там, как Шмыгаль Водов говорил, доставить, что ли, так? Нет, только через спутник можно доставлять, другого пути нет. В интернете мы заблокированы. Спутник — это дорого, это десятки тысяч долларов в год, да? У нас до сих пор висят долги. Мы не могли с ними расплатиться, потому что нам все время задерживали деньги. В том году Зеленский сказал, 26 февраля сказал, почти год назад, да, сказал, что не будет никаких проблем, АТР будет финансироваться, все нормально, окей. Проходит несколько месяцев, над нами просто вот так нам выкручивают все, что только можно, до 18 мая, и прям 17 мая, накануне дня депортации, вот этим вот, значит, вот этим надоедливым крымским татарам дали деньги. Окей, дали. Спасибо, что дали все-таки, наконец, поняли, что даже вот нужно, президент сказал, сделали, там, все процедуры прошли. Еще раз, мы незаконно копейки ни у кого не возьмем, нам вообще ничего не надо, это все не нам, да? Ни мне, ни Гульсум, никому. Это не вопрос прокорма меня, да? Вопрос в другом, чтобы люди там видели, что за ними кто-то стоит, что за их спиной огромная страна, которая их любит и которая хочет, чтобы они были свободными. Вот в чем суть-то, Владимир Александрович. Я к президенту обращаюсь, не знаю, может, он тоже не смотрит АТР, потому что не принято у наших властимущих смотреть телеканал крымско-татарский, а может, принято, просто они об этом молчат. Но я просто хочу сказать вот одно, да, и нам говорят, да, чуваки такие, ну, у нас в этом году правила поменялись, да, деньги на вас в бюджете заложены, в Министерстве по оккупированным территориям, как оно там называется, его несколько раз переименовывали, по-моему, деньги заложены, но мы вам их не дадим. Это значит, как, знаете, как анекдот, значит, мама такая конфетку кладет на стол и шоколадку и говорит, сынок, иди конфетку угостись или мороженку съешь, а у сынка вот рук нет, да, вот так вот его жизнь. Сделала, что, что так его жизнь побила, что нет ручек. Ребенок без рук, понимаете? И мамочка такая, сын подходит, не может взять конфетку, дотянуться. Или рука у него больная, там, или связали его, да? Вот так вот, такая вот у нас оккупация. Говорит, ну что, нет ручек, нет конфетки, да? Нет мороженки, иди дальше, сынок. Вот так я это вижу. Я не очень эмоционально сейчас, на самом деле. У меня гораздо все хуже внутри. Я просто хочу сказать, что когда нам говорят, что может быть, через полгода, может быть, по каким-то конкурсам, вот эти деньги, которые обещали на поддержку именно крымско-татарского телевидения, мы будем по каким-то конкурсам с кем-то, с какими-то, у нас нет других крымско-татарских каналов, он один в мире, никогда другого не было нигде. Не знаю, может, создадут за полгода. Русские-то создали в Крыму канал фальшивый крымско-татарский. Я не знаю уже, что думать о людях, которые не хотят, чтобы АТР вещал. Может, у них такие же технологии, тут создать какой-то фейк, да? И давайте на эти конкурсы выходить.
Какие конкурсы? С кем я должен соревноваться? С кем должна соревноваться крымско-татарская бабушка, у которой была в депортации, вернулась, у которой сейчас внук в могиле лежит или украденный, или вынужден уехать, или живет там, я не знаю, как лицо третьего сорта. Это она, что ли, в конкурсе должна участвовать? На то, чтобы включить свой канал, увидеть украинский флаг крымско-татарский, услышать свой язык крымско-татарский. У нас долги недавно, значит, пришло письмо из одной компании иностранной. У нас с ним нет претензий, это иностранцы, они не украинцы. У нас долги за год за трансляцию детского телеканала, ля-ле. Детский телеканал — это единственное место, где крымско-татарский ребенок может услышать свой родной язык, может увидеть обеточку, понимаете, свою. И нам его хотят отключить. И на нас подают в суд. А потом за АТРом придут в суд. Потому что мы же такой блажь, мы просто хотим деньги-то, мы просто такие дураки, что тратим деньги на то, чтобы поставлять украинский сигнал в Крым, когда все каналы там выключились, потому что это невыгодно. Потому что нет коммерческой отдачи от Крыма, понимаете? И нам говорят, через полгода, может быть, по каким-то конкурсам, вы будете с кем-то соревноваться за какие-то ролики, значит, которые будет власть заказывать. То есть мы будем для власти, власть обслуживать. Так вот, да? Вот власть захочет нам заказать, мы обслужим. А кто-то скажет, вот я за 3 гривны, так сказать, сделаю вам приятно. Ну, давайте за 3 гривны. А эти, кто крымский татар, с пляжа там, да, идите. Дальше чебуреки продавайте, пахлава медовая, да? Так не будет. И это, если вот здесь вот не доходит, я не знаю, как еще объяснять. Мы, понимаете, в чем дело? У нас за спиной народ огромный, не огромный, но он огромный в плане воли, да? Это народ, который пытались просто уничтожить, название убрать, что такого нет, народ, не из бюджета вычеркнуть, а название убрать, что таких нет крымских татар, что крымлы — это не люди, их просто не существует. Я пришел, когда паспорт получать в СССР, говорят, нет вас, так да, и нам сейчас говорят, вас тоже нет, да? Я так понимаю, что политически... еще говорят, через полгода, может быть. Деньги есть, но мы им их не дадим. Нет ножек, нет ручек, нет конфеток. Через полгода, возможно, проведем конкурсы. Эти ваши деньги, которые на нас всегда выделялись каждый год с 2016 года, вы будете разыгрывать соревнования с какими-то тоже спортсменами. Там трудовые резервы бегут, еще кто там бежит. Значит, вы такие, одни там из них, значит, лошадь какая-то в забеге будет участвовать, значит, в виде крымско-татарского телеканала. Но, а какой конкурс-то? О чем конкурс? Ну, у нас правила не разработаны, мы не знаем, что это за конкурс. Ну, мы еще не утвердили. Может, утвердим. А полгода, я прошу прощения, как мы будем вещать? Полгода кто будет за спутники платить? Плюс долги за предыдущие месяцы. А кто будет оплачивать это помещение в Киеве? Мы не специально сюда приехали. У нас помещение было в Симферополе, очень хорошее. Просто туда русские зашли и все уничтожили. Понимаете? Мы здесь не от хорошей жизни, мы воюем за Украину. Если это не пустые слова, Владимир Александрович, про Крым, то тогда чем вы занимаетесь? Я не знаю, вы там, я не знаю, кто там этим курирует, Ермак, там, Резников, я не знаю, кто у вас это курирует. Кто изначально, кому такая идея прекрасная пришла, что крымско-татарский канал должен полгода жить вообще вот так, да? То есть совсем без денег, да? То есть как хочешь, так и живи. Ну, господа, вы знаете, так не делают, я вам говорю сразу, и вам, и всем зрителям, и так далее. Мы не пятое колесо в телеге, мы не пришей кобыле хвост, мы коренной народ Украины. Именно с этой точки зрения я прошу с уважением относиться не ко мне. Ко мне меня можно не уважать. Но к той бабушке в Крыму, которая сидит и включает каждый день АТР, если вы сделаете ей черный экран, если вы хотите сделать этой бабушке черный экран, то есть ее жизнь закончить, да, то я буду бороться, чтобы этого никогда не случилось. Дорогая, к нам сейчас подключается Борислав Береза, экс-народный депутат. Он слушал ваш эмоциональный такой спич, и ему есть что сказать. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Борислава, витаем вас. Витаю вас. Вы слушали сейчас Айдарага. Что скажете?